Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И традиционно свой выпуск мы начинаем с истории ТАССР. В этот день, в 1925 году, родился заслуженный деятель искусства России и Татарстана, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая, композитор Алмаз Монасыпов. Он стал признанным мастером симфонической музыки, создавший совершенно новые жанры – симфонию-поэму и симфонию-драму. А в 1967 году в этот день на воздушном параде в Домодедово публике впервые представили советские самолеты МиГ и Су с крылом изменяемой стреловидности. Конструктором серии истребителей Су был выпускник КФУ Михаил Симонов. А 9 июня 2017 года Успенский собор Свияжска попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это то, что касается истории. Ну а мы возвращаемся в наши дни. Главным событием дня сегодняшнего стал визит в Татарстан премьер-министра России Михаила Мишустина. Это первая рабочая поездка после начала пандемии COVID-19. Основной целью его посещения стал Иннополис, где сегодня прошла панельная дискуссия по IT-тематике. Поддержка государства, изменение законов и даже замена уроков ОБЖ на занятия по кибербезопасности. Именно об этом шла речь. Республика стала центром притяжения для ведущих российских IT-компаний. В одном зале премьер-министр Михаил Мишустин, его заместители, федеральные министры Рустам Минниханов и лидеры российского IT-рынка, руководители Яндекса, Мейла, Телеграма, лаборатории Касперского. Что предлагает цифровой эшелон и как страна восходит на пьедестал мировой IT-индустрии, расскажет Салават Мухаммадуллин. Обычно это делается с помощью дорогостоящих лазерных. Что придумали, разработали и предлагают резиденты. Визит в Иннополис начинается со знакомства с городом и его IT-продуктами. Это вообще, между прочим, аккумуляторный вариант, по-моему, да. Здесь и мобильные системы, и различные платформы, и цифровые решения для врачей. Компании из Татарстана, они, в общем, эффективно работают по всей стране и без поддержки, потому что продукты хорошие, качественные, их выбирают заказчики. Вот. Ну и, конечно, обсуждаем, чем мы можем помочь еще дополнительно. Как раз о помощи государства IT-компаниям речь идет уже на панельной дискуссии. Одно из ключевых решений – это предложение Владимира Путина по снижению налогов для IT-компаний. Теперь налог на прибыль вместо 20% всего 3%. Страховые взносы снизились с 14 до 7,6%. Сегодня Михаил Мишустин рассказал о 6 основных направлениях господдержки. Первое – это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, собственно говоря, к которому многие стремились. Второе – это стимулирование спроса. Третье – это поддержка внедрения инноваций. Четвертое – это помощь стартапам. Пятое – это развитие государственно-частного партнерства. И, наконец, шестое направление – это расширение кадровой базы отрасли. Это станет стартом новой эры развития IT-отрасли России. За премьер-министром на сцену с предложениями вышли уже руководители крупных российских IT-компаний. Есть предложение на тему ускоренной подготовки бакалавров. Это, наверное, надо сделать правильно, потому что на практике студенты-айтишники с 2-3 курса работают практически все. Они все равно работают. И зачастую они жалуются, что то, чем в вузах дают, это вот им в работе не очень помогает. Не надо 4 года бакалавриата сдавливать в 3. Но в первые 2 года, чтобы их учили именно по специальным дисциплинам и математике. А 3-4 курс, вот им можно давать всякие там ОБЖ, философию, но параллельно сделать им стажировку на реальных предприятиях. Так мы получим таких более мотивированных студентов, которые будут осмысленно развивать свои компетенции. А если бы мы смогли сообща применить эти технологии, эти навыки к нуждам государства, мне кажется, это очень правильная практика. Использовать, то есть не строить какие-то технологии и продукты с нуля, а использовать в том числе рыночные наработки. Мне кажется, это принесет пользу всем. Есть 2 моментика. Во-первых, так называемый входящий НДС. Ну, это просто несправедливо. Ну, извините, если условные кирпичи везу за бугор, то он засчитывается, а если софт, то не засчитывается. Если из-за бугра везу сюда, то же самое, они получают там свои зачеты, а мы нет. За что? Ну, на самом деле, это не то, что денег хочется, но несправедливо это. Мы в 2016 году запустили игровую платформу с каталогом игр в Телеграме. Но Apple не позволил нам ее оставить, нам пришлось ее удалить, под угрозой удаления Телеграма из сторов. Соответственно, вот мы сами столкнулись с этим и понимаем, насколько это важно. Поэтому, такая вот аналогия получается, что раньше в Татарстане
была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда. И вот нам кажется, что вот это вот такая фундаментальная вещь, которая сильно сдерживает развитие IT-индустрии в целом в мире, но особенно... Среди предложений было и заменить часть уроков ОБЖ на занятия по кибербезопасности. Чтобы подробно рассказать о всех предложениях от IT-гигантов, не хватит и целого дня. Но, как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, все они будут рассмотрены. Подвел же итог Михаил Мишустин. Я хочу еще раз сказать, что мы сделаем все возможное для того, чтобы не просто создать государственно-частное партнерство, а чтобы Россия была лучшим местом для развития, в том числе и технологий, которыми вы занимаетесь. Как отметил Михаил Мишустин, IT-отрасли дан карт-бланш, а по итогам сегодняшних выступлений возможны изменения и в образовательных программах, и в налоговой системе, и в правилах игры между цифровыми игроками. Они, кстати, продолжили общение уже после панельной дискуссии в неформальной обстановке. И кто знает, возможно, именно сегодня, именно с Татарстана, цифровой прорыв в стране вступает в новый этап. Салават Ухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Иннополис. Сегодня же в стенах университета Иннополис Рустам Минниханов и Михаил Мишустин провели двустороннюю встречу, обсудили ряд вопросов. Один из них – меры по борьбе с пандемией. Премьер отметил передовой опыт республики. Другой важный вопрос – IT. Недавно введенный налоговый маневр в сфере российской IT-отрасли основывался на механизме льгот, которые были созданы в Иннополисе для IT-разработчиков. Опыт оказался успешным. Как вам удалось этого всего добиться? Хотел бы отдельно поделиться последними решениями, которые приняты на федеральном уровне, чтобы президент нашей страны поддержал поддержку IT-отрасли. Мы к этому шли долго, и сегодня нас очень беспокоило, почему наши разработчики, наши молодые люди уезжают. Александр Ильич, когда мы обсуждали это в правительстве и когда докладывали президенту, когда он принял соответствующее уже решение о таком налоговом маневре, мы как раз имели в виду те центры компетенции в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая и Иннополис. Здесь же Михаил Мишустин встретился с государственным советником Татарстана Минтимиром Шаймиевым. Их связывает давнее знакомство. Михаил Мишустин вспомнил о времени, когда Минтимир Шаймиев еще работал президентом Татарстана. Мы виделись чуть больше. Хочу вспомнить также, что когда вы работали президентом, мы открывали с вами Алабугу, особую экономическую зону, куда завтра собираемся, и поблагодарить вас за ту системную поддержку, которую вы оказывали таким инновационным мощным проектом. А еще хочу сказать, что я, наверное, один из немногих, кто с двумя президентами, бывшим и нынешним Татарстана, вместе встречается. Спасибо. Сегодня в Доме правительства республики прошло заседание наблюдательного совета университета Иннополис. Впервые оно прошло в новом составе. Провел встречу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он же и был избран председателем наблюдательного совета. Сейчас на повестке дня для университета попасть в самые авторитетные мировые рейтинги и получить статус единого центра подготовки кадров для цифровой экономики. По словам директора университета Кирилла Семенихина, Иннополис продолжает притягивать талантливых студентов и преподавателей со всего мира. К 2024 году университет готов подготовить 250 тысяч кадров и реализовать порядка 50 научных проектов. Михаилу Мишустину сегодня подробнее рассказали о развитии Иннополиса, об университете и особой экономической зоне. Презентацию провел вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Напомним, что Иннополису сегодня исполняется 5 лет и 1 месяц. Это самый молодой город России. Он же стал IT-столицей страны, первым городом, где начали ездить беспилотники и появилась 5G. Чего еще предстоит достичь, узнал Рамиль Шайдуллин. Режим работы почты сегодня. Спросить у смартфона, как работает почта или во сколько откроется спортзал, для айтишника Ольги Тохтиной так же естественно, как у подруги или знакомого. Отвечают ей человеческим языком. Консьерж города Бот Инна онлайн 24 часа в сутки. Здесь очень создана среда для нас, можно сказать. Отсюда, наверное, первое место, откуда мне неохота уезжать, охота здесь остаться. Семья айтишников Ольга, Константин и Даниэла переехали в город 3 года назад. Приехали, да так и решили остаться здесь навсегда. Айтишная среда, конечно, очень сильно интересна, и в ней интересно общаться, и люди здесь в основном интеллектуальные и понимают
нужды города. Сегодня Иннополис – это 22 многоквартирных дома, 21 таунхаус, детские сады, медцентр, школа, лицей и университет. Это город будущего в городе настоящего. Здесь беспилотное такси, умные дома, а на улице одна из первых в России точек 5G. Город Иннополис уже сегодня является самым инновационным городом страны. Президентом поставлена задача по инновационному развитию города, потому что город – это не только экономический инструмент привлечения IT-индустрии, ну и инновации, конечно, в создании уникальных условий проживания наших жителей. Недавно город разбавился и новыми форматами в области общественного отдыха. В городском парке появились клумбы, в котором жители могут выращивать овощи, а рядом инновационный ДК, в котором они смогут отдыхать. Досугово-образовательный центр города Иннополис. Рабочее название «Культурный центр», но он будет выполнять функции и образовательные, и развлекательные. Но какая IT-столица без IT-компаний? Вот пример одной из них, которая буквально выросла в городе. Вячеслав Лукин окончил университет, потом запустил стартап. Теперь его технологии видеоаналитики вышли на американский рынок. Network Optics – это американская компания. Для них мы сделали решение по автоматическому обнаружению ДТП на перекрестке. Главный технопарк уже заполнен на 97%. Скоро резиденты начнут базироваться уже и в новом технопарке по соседству. Сверкающее пятиэтажное здание откроют в конце этого года. Технопарк площадью более 30 тысяч квадратных метров. Планируем разместить порядка 60 компаний различного уровня, различного масштаба. Это и стартапы, и резиденты, и партнеры различные. Иннополис сегодня – это 115 компаний-резидентов и почти 5000 работающих здесь ежедневно. Даже свой первый юбилей они отметили с размахом. Правда, из-за особых условий в мире их диджитал-вечеринка прошла онлайн. Ведь кто, как не они, сделали бы это на высшем уровне. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис. То, как в Казани строится новый корпус инфекционной больницы, должно стать примером для всей страны. Такую оценку сегодня дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня он вместе с Рустамом Миннихановым и профильными российскими и республиканскими чиновниками посетил стройплощадку. Напомним, в связи с пандемией возвести такие объекты в кратчайшие сроки поручил Владимир Путин. Как эту задачу решают в Татарстане и когда ждать открытия больницы, узнал Дмитрий Аринин. Как нам сегодня рассказали, возведение таких объектов обычно занимает 1,5 года. Однако этот корпус строится по новым правилам, где снижены административные барьеры. И строительство обещают закончить всего за 100 дней, то есть в августе этого года. Будет функционировать основном. Вот этот комплекс целиком будет существующей инфекционной больницы. Как идет строительство, сегодня оценил Михаил Мишустин. Вместе с Рустамом Миннихановым и профильными чиновниками он обошел стройплощадку. Премьер-министр России остался доволен, отметив, что строительство больницы должно стать примером для всей страны. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации соответствующих рабочих процессов. Это в том числе и информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, сделать примером. Новый корпус строится силами татарстанских строителей. На объекте в 2 смены работают около 200 человек. Решением правительства страны на треть был сокращен перечень обязательных СНИПов и ГОСТов. Объект строился по принципу постоянного и полного экспертного сопровождения. Это значит, все проектировщики, эксперты, строители и заказчики работали практически в режиме 7/24. В этом 4-этажном здании разместятся 232 койко-места, в том числе 12 реанимационных. При необходимости это количество может быть увеличено вдвое. Отметим, что такое же число находится в действующей инфекционной больнице. Площадь здания 15 тысяч квадратных метров. Здесь в палатах разместятся самые современные аппараты УЗИ и рентген-аппарат, а также аппараты ИВЛ. Пока в палатах пусто, но, как мы уже видим, везде проведен свет, выполнена чистовая отделка. Как рассказали строители, чтобы здесь все заработало, осталось только привести и подсоединить оборудование. Как, в свою очередь, говорят медики, персонал уже подобран. В прежней инфекционной больнице также было все. Но здесь появились диагностические возможности больше. Появится КТ-исследование, укрупнится лабораторная база. Она также была, но она станет крупнее. Вот. Ну и, собственно говоря, для нас очень важно, в принципе, разобщение пациентов. Здесь 100% боксированность. Завершить строительство и благоустройство планируют в первых числах августа. После этого, спустя несколько дней, в новый корпус смогут въехать медики и начать свою работу. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Презентация новой информационной системы для онкобольных, осмотр строительства новой инфекционной больницы в Казани и ряда республиканских медицинских учреждений. Такова цель рабочего визита в Татарстан министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Сегодня в Доме правительства с его участием состоялось заседание, где обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и внедрение системы маркировки лекарственных препаратов. До начала заседания министр ответил на вопросы журналистов. Когда планируется вакцинация от коронавируса и будет ли она обязательной для всех? Об этом в репортаже Файрузы Мазитовой. Обеспечить прозрачность процесса. Все медицинские организации страны отныне будут обязаны работать в новой информационной системе для онкобольных. Проект сегодня презентовали в Казани. К видеоконференции подключились все регионы России. Отслеживание качества ведения пациента, потому что в амбулаторно-поликлинические обращаются подразделения почти 1,5 миллиарда визитов в год. Через стационары в стране проходит более 30 миллионов госпитализаций в год. Поэтому это большие объемы, и должны быть системы, которые позволяют невыборочно по каждому, невыборочно по пациентам смотреть качество ведения, а именно устанавливать определенные автоматические системы, критериальный подход. Онкологию стали выявлять чаще, отчасти благодаря коронавирусу. Во время массовой компьютерной томографии легких врачи находят не только последствия коронавируса, но и злокачественные опухоли. Компьютерная томография считается исследованием высокоточным и с высоким разрешением. Большое количество пришло сегодня новых форматов обработки цифровых изображений. Поэтому, конечно же, проводя через компьютерную томографию, выявляются и ряд заболеваний, которые де-ново обнаруживаются, ставятся диагнозы. Все, что хотите узнать о лекарственном препарате, теперь в мобильном приложении, доступном каждому. 1 июля в России завершилась маркировка лекарственных препаратов, что позволит избежать контрафакта и фальсификации на этом рынке. К слову, в Татарстане эту работу в тестовом режиме начали еще в 2017-м. Маркировка, безусловно, это еще и контроль цен для жизненно важного списка, где регулирует государство, надбавки розничные, оптовые и цену производителя. В июне в Татарстан поступило лекарство от коронавируса Афивавир. Оно, кстати, тоже промаркировано. А массовую вакцинацию от ковида планируют начать сразу после завершения клинических исследований. Первыми станут люди из группы риска. Контингенты, которые в первую очередь должны прививаться, это группа риска, которая сегодня имеет высокий риск заражения новой коронавирусной инфекции, и безопасность их для выполнения своего служебного долга является важной составляющей. Поэтому начнется, конечно же, в первую очередь те, которые наиболее подвержены риску. Но это медицинские работники и ряд других служб. Министр высоко оценил и работу татарстанских врачей, и в целом уровень медицины в регионе. Сегодня медицинская служба Татарстана очень достойно выглядит на территории Российской Федерации. Успехи касаются и высокотехнологичной помощи, и внедрения технологий бережливого производства, безопасности пациентов. Высокие технологии сегодня продемонстрировали Михаилу Мурашко в медицинских учреждениях Казани, а завтра федерального чиновника ждут в набережных Челнах. Файруза Мазитова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстан занял 2-е место в топ-3 национального рейтинга «Инвестклимата». Это сегодня озвучили на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Его провел президент России Владимир Путин. Заметил, что Татарстан лидер по качеству инвестклимата не только в Поволжье, но и во всей стране. И здесь же обратился к руководителю соседней республики Башкортостан с вопросом, когда они догонят Татарстан. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Раис Фаритович, когда обгоните Татарстан? Когда Башкирия выйдет на первые позиции? Это известная практика, когда Башкортостан, Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время. Но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя. Мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, Владимир Владимирович.
К корректировке законодательства в связи с вступившими поправками в Конституцию нужно привлекать и исполнительную власть, и общественность. Это сегодня заявил председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин на внеочередном заседании Президиума Совета Законодательной России. Его провела сопредседатель Совета законодателей Валентина Матвиенко. Она отметила впечатляющий результат итогов голосования и поблагодарила субъекты за проведение голосования на высоком организационном уровне. Как отметили на заседании, работа по приведению законодательства в соответствии с Конституцией уже началась. Я бы особо хотел сказать, что, опираясь на волеизъявление народов Российской Федерации, и Татарстан, в том числе показавший и высокую явку, и высокую поддержку, у нас есть хорошее основание и опора, серьезно и основательно, опираясь на это доверие, оперативно выносить изменения. Экономия, надежность и долговечность о свойствах хризотил-цементных материалов предпринимателям и управляющим компаниям рассказали в торгово-промышленной палате. Проще говоря, речь шла о шифере, фасадах и трубах. Чем привлекает материал и где он может быть востребован, расскажет Салават Мухаммадуллин. Температура нагрева 1500 градусов, высокая звукоизоляция и доступность. Это шифер нового поколения из хризотил-цементных материалов. Как раз о них говорят в торгово-промышленной палате республики на специальном семинаре. Какие-то вопросы у вас возникают там, по эксплуатации, еще что-то там? Вот мы пока общались, уже вопросы задавали по цене, уже прайс-листы спрашивают. Использовать хризотил-цементные материалы можно, например, при капитальном ремонте домов. Из них же делают трубы для теплопровода, напорные, безнапорные. Они доступны, не подвергаются коррозии, долговечны и с повышенной звукоизоляцией. Он экономичнее всех других кровельных материалов. Если его сравнивать с металлочерепицей, профлистом, то ремонт кровли с шифером сравнить или, с одним из этих материалов, то кровля обойдется дороже в 3 с лишним раза. Плюс шифер, хризотил-цемент – это природный материал. Состоит из цемента, хризотилового волокна и воды. Используют его сейчас сразу в 60 странах мира. Дело реставраторов или почему в СИЗО оказался замдиректора музея-заповедника Остров-Град-Свияжск. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане растет спрос на льготную ипотеку под 6,5%. Только в столице республики за июнь число кредитов увеличилось на 118%. По данным Управления Росреестра, за 2 месяца действия программы ипотеки с господдержкой в регионе зарегистрировано 753 сделки. В лидерах по числу договоров в Казани, Набережные Челны. Среди районов Лаишевский и Альметьевский. Напомним, программу льготной ипотеки запустили в апреле по поручению президента Владимира Путина как меру поддержки семей в период самоизоляции. По ней можно приобрести жилье на первичном рынке до 1 ноября 2020 года. В июне этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано 465 договоров льготного ипотечного кредитования. Это на 62% больше, чем в мае. Непосредственно в Казани в июне зарегистрировано 301 ипотека. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 118%. Спасают землю. В Сабинском районе приступили к рекультивации 12,5 тысяч квадратных метров земли, загрязненной нефтяными отходами. Такое наследство еще с советских времен оставило одно из предприятий. Всего было разлито более 2,5 тонн отходов, которые ушли глубоко под землю и отравили почву. И сейчас эту экологическую угрозу устраняют в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая среда». Масштабы и ущерб на месте оценил Сергей Хайдаров. Еще не тронутая территория, рекультивацию мы не проводили. До этого вся территория была вот в таком положении. В воздухе специфический неприятный запах, и земля буквально утопает в черной жиже. Такая картина в экологически чистом Сабинском районе, где вокруг леса да поля. Как видите, битум имеет такую вязкую, тягучую структуру. Обычно он используется при строительстве. И именно таким покрывают крыши. И здесь этого самого битума разлито огромное количество. Если переводить в тонны, то где-то больше 2500 тонн. И это не считая
загрязненной почвы. Это не что иное, как наследство от одного из предприятий, которое хранило здесь битум еще в советские годы. В итоге его больше нет, земля брошена, на ней на десятилетие остался большой черный след в 12,5 тысяч квадратных метров. Здесь подвержено негативному воздействию около 6 тысяч человек. Это жители поселка Шамардан. Ну и, соответственно, данные работы производятся в кратчайшие сроки. Село Шамардан находится на водоразделе, то есть грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли. Естественно, весной талые воды, они размывали вот этот битум по всей территории. Мы находимся как раз на том месте, где и стоял резервуар с битумом. Если вы обратите внимание на те границы, то можете легко понять, что резервуар находился еще и под землей. Как раз под землей сейчас и ведутся работы с помощью экскаватора, устраняют загрязненную почву. Это болото из нефтеотходов даже опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Было даже смертельный случай, в загрязнении утонул человек, ну и, соответственно, дальше продолжаться это уже было невозможно. Те, кто здесь трудится, словно супергерои, они тоже спасают землю. Работы начались еще в июне. Устранить экологическую беду планируют до конца года. Все это в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая среда». По данному федеральному проекту на сегодняшний день реализуется 2 мероприятия. Данный объект в Шамардане, в Сабинском районе, и в Нижнекамском районе, в селе Прости. Общая стоимость мероприятий в этом году 740 миллионов рублей. Дела у этой загрязненной территории в Сабинском районе должны пойти в гору. Ну а вот эта гора, это чистый чернозем и глина, который сюда привезли для того, чтобы засыпать всю территорию. Кстати, его здесь ровно такое же количество, сколько и увезли загрязненной почвы. Вместо этого черного болота уже в следующем году здесь собираются сделать зону для отдыха. Территория, которую раньше жители района объезжали стороной, возможно, станет местом притяжения. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Сабинский район. На этом пока все. Далее о погоде. Всего вам доброго и берегите себя. Квартира от надежного застройщика – это то, что нужно. Новый жилой комплекс «Дом на Минской» открывает свои двери. Скидки до 75 тысяч рублей. Хотите квартиру в этом доме? Звоните 22 66 100 Акташ Инвест. Для тех, кто заботится о главном. Весь июль в автоцентре «Марка» Datsun от 374 400 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Чувство радости способно лечить. А в аптеках «Фармленд» всегда есть повод для радости. Летняя распродажа. Покупай со скидкой до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Здравствуйте! В пятницу синоптики обещают татарстанцам небольшую передышку от удушающей жары. Более подробнее чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 20-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево до обеда будет жарко, 34 градуса. К вечеру температура понизится, местами пройдут небольшие дожди. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температурный фон понизится до средних значений, местами дождь. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше не исключены осадки. Будет не так жарко, как накануне. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси не обойдется без осадков. Жара спадет, плюс 25. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном такая же ситуация. Температура понизится, пройдут дожди. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше буквально на сутки ожидается небольшое послабление жары, плюс осадки, но уже в последующие сутки температура вновь устремится вверх, и жара вернется. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Со 2 по 31 июля в аптеках «Икона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя.
Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Троксивазин 183 рубля, Нурофен 134 рубля, Альмагель А 219 рублей. Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В пятницу в Казани будет малооблачно, местами с дождем. Ночью плюс 21, днем будет не так жарко, всего 23 градуса. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится 76%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.